Министр внутренних дел Роберт Кют провел выездное совещание в УВД по Гудаутскому району. В совещании приняли участие заместитель министра Беслан Чкадуа, помощник министра Батал Агарба, начальник управления по воспитательной работе Денис Стерлигов. О положении дел в Гудаутском районе доложил начальник отдела Зос Магицба. Полностью укомплектованный. Служба участковой есть недокомплект, там несколько единиц. Сотрудники ГАИ сейчас на сегодняшний день, новые курсанты, имея в виду молодые офицеры, прибыли 3 человека. Начальник УВД по Гудаутскому району также доложил о статистике преступлений за текущий год. Министр Роберт Кют подчеркнул, что в последние годы в районе активно развивается туризм. Все больше людей приезжают в Гудауту для отдыха, что, безусловно, усиливает без того ощутимую нагрузку на личный состав милиции. Генерал-майор Кют поручил предпринять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности граждан и туристов в период курортного сезона. Район реально сложный, и очень хотелось бы, чтобы работа строилась слаженно. Все вопросы, которые возникают, их не нужно откладывать в долгий ящик. Я всегда готов рядом стать, не только я, и мои заместители, для решения тех или иных задач. Криминогенную обстановку в районе нужно держать именно в таком порядке, чтобы не было определенных проявлений. На территории у вас здесь проживают криминальные авторитеты, знаете прекрасно. Задачу по ним отдельную я ставил, ее необходимо будет выполнять. Зос Магицба, скажу так, что если будут нарушаться правила, которые установлены, будут большие проблемы. Я не хотел бы, чтобы мы как-то по этому вопросу обсуждали. Люди должны себя чувствовать, прибывающие в район и проживающие на территории района, должны себя чувствовать комфортно. Не должны ощущать, что им что-то может угрожать, потому что первостепенная ваша задача – обеспечение правопорядка среди наших граждан и лиц, приезжающих в целью отдыха. Вот основные направления здесь Афон, Рица и также, конечно, побережье. Где очень активно идет развитие курорта, надо этому помочь. Надо создать правильный имидж. Особое внимание министр внутренних дел поручил уделять внешнему виду сотрудников и их манере общения с гражданами. Роберт Кют подчеркнул, что поведение каждого милиционера влияет на общий имидж правоохранительной системы и ее восприятие гражданами. От вас каждого зависит то, как вы себя ведете на улице. Вы в непосредственном контакте находитесь постоянно с нашими гражданами. Когда вы заслужите уважение от своего народа, поверьте, у вас будет гораздо меньше проблем с чем-либо. Поведение сотрудников должно оставаться самым лучшим образом, чтобы выглядели. Максимально, я вам говорю так, я вот в других подразделениях тоже находился и доводил до них. Максимально проявить сдержанность. Никто из вас не имеет права грубить, хамить, либо вести себя как-то недостойно перед нашими гражданами. Как бы они себя не проявляли. Большой проблемой для Гудаутского района является наличие крупного скота на трассе. Коровы, лошади, буйволы не раз становились причиной ДТП, в том числе со смертельным исходом. Министр Роберт Кют поручил проработать данный вопрос с районной администрацией в целях скорейшего принятия решения, которое минимизирует число животных на дорогах. Возможно, в ближайшее время мы выйдем с предложением о принятии определенных мер. Понятно, нашему населению это очень не понравится. Но в то же время скажу вам так. Гибель каждого нашего гражданина из-за этих коров и коней на дорогах, поверьте мне, гораздо дороже его жизни, чем жизнь этих коров. И пусть люди нас поймут. Министр внутренних дел подчеркнул, что в последнее время в соцсетях граждане жалуются на сотрудников госавтоинспекции, которые останавливают российские машины без имеющихся на то причин. Эту ситуацию министр Кют обещал взять под личный контроль. Я вас очень прошу, пока прошу, максимально ограничить от беспорядочных остановок российских автомобилей. Люди приехали сюда отдыхать. Если у него было бы все как-то где-то не в порядке, наверное же он где-то по пути до сюда мог бы и не доехать, даже границу не переехал бы, наверное. Ради просто проверки документов останавливать не нужно. Если есть нарушение, принимайте соответствующие меры. Но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес
относительно того, что идут поборы, идут непонятные какие-то вещи, чтобы даже пускай представляются правильно. Это лицо нашего государства, лицо нашего народа. Далее совещание продолжилось в отделении милиции города Новый Афон. Как рассказал начальник отделения Игорь Барцец, с каждым днем в город прибывает все большее количество туристов. В основном большое количество людей в дневное время, учитывая вот однодневные, то есть это экскурсионные маршруты, и вечером уже как бы в разы уменьшается. Ну, по частному сектору тоже наблюдается динамика, уже добавляются люди потихонечку. Ну и все это профилактируется нашими сотрудниками в ночное время. Село Псырцха, центр города, район Ракушка. И все маршруты, на всех маршрутах находятся, насколько это возможно, наши сотрудники в пешем порядке и автопатруль. Город небольшой, всех жителей города вы знаете прекрасно. Все, кто посторонние сюда прибывают, как они выглядят, чем они могут заняться, вы тоже знаете, надо работать на упреждение. Постфактум расследование преступлений, это, наверное, конечно же, ваша работа, но на предупреждение, когда будете работать, поверьте мне, вам не придется их расследовать. Подводя итоги совещания, генерал-майор Кют подчеркнул, что у милиции Гудаутского района хороший потенциал. У вас молодая и слаженная команда, есть все необходимые условия для работы, поэтому и требования к вам довольно высокие, отметил министр внутренних дел. Все предложения по возможному улучшению качества работы личного состава Роберт Кют поручил представить в письменном виде. Министр отметил, что руководство МВД будет оказывать милиции Гудаутского района всяческое содействие при условии добросовестного выполнения ими своих служебных обязанностей.